Сегодняшний день, день воспоминания, как Господь наш Иисус Христос установил таинство святого причащения. Что это за таинство? Вот часто люди думают о том, что как было бы хорошо, если бы был бы нашим родственником президент страны. Вот он был бы нашим родственником. Тогда бы у нас бы тут, значит, и бизнес бы пошел, и все вопросы мы бы решили очень легко и просто. И действительно, так бы и было. Но у нас есть нечто большее. Для того, чтобы войти в Царство Божие, в Царство Небесное, для этого не обязательно иметь красивую внешность. Для этого не обязательно иметь замечательное образование. Для этого не обязательно иметь талант какой-нибудь внешний. Для того, чтобы войти в это царствие, нужно нечто другое. А что? Нужно иметь родственные отношения с Христом Спасителем. То есть вот если есть родственные отношения, то ты войдешь в это царствие. Если нет родственных отношений, то имей 7 пядей во лбу, ты туда никогда не попадешь. Только по родственному признаку попадают в Царствие Бога. И об этом христиане знали всегда. Но как это понять? По родственному признаку. А что такое вообще родственный признак? Это когда в жилах течет одна и та же кровь. Вот что такое значит. Одна и та же кровь. А когда христиане приобщаются тела и крови своего Бога, вот то, что мы сегодня с вами хотим сделать, это значит, как говорит святитель Кирилл Иерусалимский, они становятся сопричастными, единокровными с Господом нашим Иисусом Христом. И цель построения храма – это не просто молитвенное здание. Молиться можно дома, крестить детей можно дома, исповедоваться можно дома. Цель построения храма – это совершение таинства Евхаристии, причащение святого. А что самое дорогое в храме? Самое ценное? Какой участок? Это святой алтарь. А в алтаре это престол. А на престоле стоит дарохранительница, где каждый час, каждую минуту почивает сам Господь в своих дарах. И когда человек находится в тяжелом состоянии, заболел, попал в аварию или что-либо другое, то он может попросить, и к нему сам придет Христос в лице священнослужителя и причастит его, напутствует святых Христовых тайн. Вот, наверное, каждый из нас слышал вот такое учение, особенно в народе, что в тот день, когда человек причастится Христовых тайн, он избавлен будет от встречи с дьяволом на мытарстве. Почему так? На этот вопрос отвечает Иоанн Златоуст, что даже ангелы не могут смотреть на святое причастие, потому что оно так светит. Вот как мы с вами, к примеру, поднимемся на какую-то гору высокую. Вот кто был на Синае, то вспоминает, как там встречают рассвет. И вот солнце выходит из-за гор. И мы не можем смотреть на это солнце. Мы должны надеть очки или прикрыть
свои глаза. Вот ангелы не могут из-за вот этого света смотреть на таинство Евхаристии. А может ли на это таинство смотреть спокойно дьявол и слуги его? Конечно же, никогда. И тот человек, который принял в себе тело и кровь Господа, то он восходит на небо, а бесы не могут даже увидеть его. Они так, только вот тень его видят, потому что он весь светится, потому что в нем течет кровь Господа Иисуса Христа и плоть Его. Потому что Он родственник Иисуса Христа не только по духу, но и по плоти. Что может быть выше этого? Что нам Господь дал? Другие религии мира говорят о том, что с Богом нужно соединяться мысленно, духовно. Но этого мало для спасения. Для того, чтобы спастись, нужно соединиться физически со Христом. И цель нашей жизни – вот это соединение, вхождение во Христа. И храмы Божии – это некая спасительная больница, лечебница, где нам с вами делают переливание крови. Потому что наша кровь становится поражена такими вот как раковыми клетками. Этот рак называется грех. И для того, чтобы изменить, очистить, дать жизнь, нужно именно сделать это переливание, принять в себя новую кровь, которая способна переродить человека. Не только на духовном и на физическом уровне. Вот это мы с вами сегодня вспоминаем, как Господь 2 с лишним тысячи лет назад показывает своим ученикам глубочайший пример смирения. Начинает с того, что умывает ноги ученикам. И самый из них пламенный – это Петр, возражает ему. Мы с вами слышали это возражение. В Евангелии сегодняшнем 2 раза Петр противится Господу. Когда он увидел, что сам Бог умывает ему ноги, но не мог принять этого, Петр воскликнул: «Господи, не умоешь ног моих вовек». И какова была реакция Господа? Он говорит: «Если не умою тебе ног, не будешь иметь со мной часть». То есть единение, вечности. И тогда Петр воскликнул: «Господи, не только ноги, но и руки, и главу, всего меня умой». И Господь говорит: «Вы чисты, больше не нужно, достаточно одних ног». И когда Он умыл ноги ученикам, то сказал: «Если я вам, ваш Господь, сделал это, так вы должны умывать друг другу ноги». И после этого совершилось таинство Евхаристии. Господь показал пример смирения, самоумоления, который должен каждый брать в пример. И перед тем, как подходить к таинству причащения, вот так смирять, умолять себя перед нашими ближними. И затем Господь сотворил вечер, причастил Христовых тайн, своих тайн учеников. А вот как это могло быть? Ученики приняли тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Это плоть и кровь, которая прошла через страдания, через крест, которая потом воскресла. Вот эту плоть и кровь приняли в себя ученики. Но это же был четверг. Еще не было страданий. Так как же они причастились всему этому? Ответ на этот вопрос говорит Иоанн Златоуст и другие святые отцы. Время – это то, что сотворил Господь. И во времени есть такие понятия: настоящее
прошедшее, будущее. И мы говорим, вот это не может быть, потому что это в прошедшем времени, а вот это не может быть, потому что это еще в будущем. А у Бога все настоящее. И поэтому-то Господь причастил учеников своих. Раньше страданий пронзил это время, вернул его, обратил. И то, что с нами происходит каждый раз. Вот многие из нас знают фильмы, книги о машине времени, когда человечество желает изменить что-то в своем прошлом и хочет, создав такую машину, вернуться в это прошлое и изменить, чтобы не было сегодняшнего настоящего, чтобы не было трагического будущего. Но на самом деле это все есть у христиан. И не нужно никакой машины изобретать. Мы с вами, когда идем в храм, когда причащаемся святых Христовых тайн, то мы возвращаемся в ту же Сионскую горницу и причащаемся того же тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, которые приняли в себя святые апостолы. Возвращение к тому моменту. У нас нет тех стен Сионской горницы, потому что это материальное, а материальное оно меняется, оно подвержено времени. Но то, что в чаше мы принимаем, оно вне времени. И каждый раз, когда христианин захотел все это принять в себя Господа, он приходит в храм и просит, он смиряет себя, умоляет, перед своими ближними просит прощения, кается, и тогда Господь входит в него. А если он не в состоянии прийти в храм, если он находится на одре смерти, если он находится в реанимации в больнице, то сам Христос приходит к нему в лице священнослужителя. То, что происходит здесь в храме, каждый день делает не священнослужитель. Священнослужитель произносит слова, делает определенные поступки, жесты, но Господь своей благодатью наполняет и делает этот хлеб и это вино своим телом и кровью. И опять, любя нас, Он не показывает нам, чтобы у нас не возникло чувство страха. Как же я буду есть человеческую плоть и кровь под видом хлеба и вина? Мы принимаем само тело Господа нашего Иисуса Христа. И вот этого причастия, вот этого тела и крови не только бесы боятся, но даже ангелы не могут смотреть, потому что оно сияет, оно светит выше, чем их естество способно вместить. Вот сегодня мы вспоминаем это событие. И сегодня мы стоим здесь, в храме, чтобы принять в себя Господа нашего Иисуса Христа. Потому что без этого соединения, без этого единения мы не в состоянии справиться с грехом. Мы не в состоянии получить вечную жизнь, войти в Царствие Божие. Мы должны показать, что мы Его родственники. И только родственники входят в это Царствие Небесное. Только родственники имеют вот этот паспорт, вот этот пропуск в жизнь вечную. И до конца мы с вами в эту тайну не можем проникнуть. И более того, Иоанн Златоуст пишет, даже ангелы не могут проникнуть в эту тайну единения человека с Богом, тайну святого причащения, святой Евхаристии. Мы это сможем понять только в той жизни.
Сейчас наш ум, он слишком ограничен, и наши чувства не в состоянии принять и передать. И плюс, как Господь в этой жизни, Он не насиловал никого. Он здесь говорил, учил, но люди хотели, когда не принимали. И вот Господь пришел не в шуме, а Он родился в тиши ночной. Он не тот Бог Ветхого Завета, который слышали люди в шуме, в буре, в огне. Здесь нечто другое. Любовь не насилует. Любовь приходит тихо. И когда мы с вами говорим о родственных отношениях, то это прежде всего плоть и кровь подобная, единая. Но этого мало. Был рядом Иуда и не устоял. Для того, чтобы удержать в себе этот дар, нам нужны тоже немалые действия. Как перед причастием мы трудимся над своими душами. Мы извергаем из себя эгоизм. Нам не хочется. Мы видим, что тот брат не прав или сестра. А мы идем и смиряемся, говорим: прости меня. Ради вот этого вечного прощения мы должны попросить друг у друга прощения. Но этого мало, если мы, приняв тело и кровь в себя, уйдем и забудем. Нужна такая же сильная борьба для того, чтобы удержать этот дар. Вот часто мы ребенку не даем какой-нибудь хрустальный сосуд. Потому что ребенок в 2 года, он не выдержит, его ручонки не справятся, и этот сосуд упадет и разобьется. Вот так же и мы должны способны удержать вот этот дар. Как он удерживается? Соблюдением заповедей. Кто любит меня, тот мои заповеди соблюдет. И аз возлюблю его, и явлюсь ему сам. Мало того, быть родственником по крови и плоти. Нужно еще быть по духу. Нужно еще быть по любви. Вот любовь – это главная составляющая нашей с вами христианской церкви. Но эта любовь не может сразу появиться в наших сердцах. Мы не можем, вчера мы не любили, а сегодня мы стали христианами и тут же полюбим Бога. Если человек это сказал, что я полюбил Бога, то можно усомниться. Но есть разная степень любви. И любовь начинается с терпения. И поэтому-то псалмопевец Давид пишет, что нужно потерпеть Господа. Действительно, когда Господь делает нам операцию как врач, что мы любим в этот момент врача? У нас такое бывает внутри, но мы понимаем, что нужно вытерпеть. Да, нет анестезии, но нужно вытерпеть. Особенно, когда зуб сверху. Помните, в эти 80-е годы не было вот таких уколов, и приходилось терпеть эти отверстия в зубах, которые делает нам врач. Я вспоминаю одного врача, он сказал: мое сердце так переживает, когда я делаю больно человеку, но я не могу по-другому. Я не могу ему просто запломбировать зуб. Я должен сделать всю процедуру, чтобы боль не вернулась к этому человеку. Чтобы он забыл про этот зуб на всю свою жизнь. Вот так же и Господь часто делает нам больно. Не потому, что Он нас не любит, а потому, что Он любит, сопереживает нам. Но нет другого пути, как только через боль принять Господа. И вот постепенно человек возрастает в этой любви. Для этого нужно время, и для этого нужны заповеди. Вот эти уставы церковные, хождение в храм, понуждение себя, борьба со своим ветхим человеком. Я еще раз всех вас поздравляю с этим праздником. И дай Бог, чтобы мы не только на уровне своего сознания принимали тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, чтобы наше сердце горело в нас, подобно тому, как оно горело в апостолах, когда они шли по пути
со Христом. Вот это горение, это показатель правильного нашего христианского пути. Аминь. Всех вас с праздником.